граждане Абхазии в соответствии с этим законопроектом будут поражены в своих конституционных, гражданских, просто человеческих правах. Тогда отнимите у них паспорт, если вы такой закон пишете. Потому что наличие паспорта и конституционного договора между нами с вами предполагает какую-то определенную деятельность, какие-то определенные обязанности и права. Если у меня паспорт есть, никто мне не может запретить заниматься тем, что запрещено в этом законе. Там, например, написано, что участие в каких-то общественных мероприятиях, митингах, акциях, там, преподавание молодежи. Законопроект унизительный еще потому, что он затрагивает моральные аспекты жизни граждан. Мы в Абхазии не привыкли так жить. Мне кажется, наше общество построено на каком-то взаимном уважении. Даже когда у нас бывают очень какие-то горячие или острые политические или общественные споры, все равно мы вот эту грань уважения и по возможности желания, внимания к чужому мнению мы не переходим эту грань. Здесь же из этих людей фактически хотят сделать людей второго сорта. Вы понимаете, что они не могут не опубликоваться, не куда-то сделать заявление, не прийти. Они везде перед собой должны вот этот ярлык иностранного агента, они должны во всех своих, даже в постах, в каких-то работах, преподавательской деятельности вот это писать. Знаете, такое было, по-моему, только в Дахау, когда славяне, цыгане, евреи должны были носить вот эти вот значки, указывавшие на их там, второсортность. То же самое здесь. Я, честно говоря, сомневался, что президент, вот учитывая все мной сказанное, и, наверное, ему многими сказано, и все услышанное в общественном пространстве, что он вынесет такой как-то дискриминационный по отношению к своим гражданам закон. Я считал, что такой законопроект может вынести только государственный деятель, глава государства, который не понимает и не ценит собственных граждан. Но он вынесен, и это хороший такой экзамен для всего нашего общества, для парламента в первую очередь, для интеллигенции, академического сообщества, для наших друзей-ветеранов, для общественных и политических организаций. Политические организации, как я понимаю, и общественные активисты, наверное, будут давать оценку. И я думаю, что не только оценку, наверное, будут и акции протеста, и многое другое, что сейчас я просто не могу спрогнозировать.